Какие доказательства, что к Мухаммеду приходил передавать Коран именно Джабраил, а не сатана? Включи У меня есть Таухида, доказательства. что он скажет. У меня есть Somebody, доказательства. какие? Доказательства того, что пророк вас призывал ко всему прекрасному, а не призывал к грязи, к мерзости. Somebody, а доказательство то, что Мухаммед призывал ко всему прекрасному. Бэр. Да, то, что он был вообще еще в джахилии был Нет, известен тем, что подожди, к самому прекрасному призывал. И у Бэри доказательства. Конечно. Читай, пожалуйста, сура 4, 24. Я тебе сейчас докажу, что это был не Джибрил, а сатана, который призывал к мерзости. Замужний, свободе, Мараю, зуд наложница, без разницы, просто асхабши прекрасный дуиз, хана дяштала, хасум дуи, свободне, хавязаю, свободне, там тебя бяш на ха ляцте, зудри данис бархайна, ишбала, хасум дуи, он ночи муё. Таков закон Всевышнего. Хазум дуи, хёквачуса, хазум дуи, там тебя бяш на ха ляцте, зудри данис бархайна. Allah вита, Allah, я маляча, сухёквачу. Прекрасный гумдуи. Шнайдер, да, Прекрасный. Таково унижение Господа. Таково унижение Господа. Тех, кто не повиновался Господу. Шнайдер. Свободи. Зудрищан хульштек босс, цер униженница босс. Паямарва ша дяштек ша магуштек отши асхабшан. И прекрасный гумдуи. Шадега Аллаху магинек, шадег цендук. Аллаху магинек, дита Аллах, тя малича. So Аллаху Опусоб Сагуалаха прекрасный гуман призывает Динамубо, я тебя спрашиваю. У тебя есть два варианта ответа, больше никаких нету. Либо ты говоришь, подтверждаешь свои слова, которые ты сказал минуту назад, отвечаешь, да, это прекрасно, либо говоришь, нет, это не прекрасно. У тебя два варианта. Задаю вопрос повторно. На войне захватить мужчин в плен и отиметь их жен, это прекрасно? На этот вопрос я тебе отвечу так, как мне угодно. Я не буду на твои провокации поддаваться. У меня нету провокаций. У меня провокаций нету. Ты сказал минуту назад, что твое доказательство, то, что этот Коран ему принес не сатана, притворившись Джибрилем, а сам Джибриль, это твое доказательство, что он призывал к хорошему и прекрасному. Свободне? Что он призывал к прекрасному. Это твое доказательство. Сейчас я тебе задаю вопрос. Если он призывал к прекрасному, и одного я тебе привел пример, одно из его призыва. Это призыв его прекрасен или не прекрасен? У тебя быть не может больше ответов. Как бы ты ни хотел, это не провокация. Антитеррор. Ты мне дашь ответить, как мне угодно, или мне отвечать, как тебе угодно? Не надо, как мне угодно отвечать. Там просто нету больше вариантов. Это не мне угодно. Если мне угодно тебе... Если бы я говорил тебе ответ, как мне угодно, то я тебе сказал бы... Изнасиловать женщину, напасть на нее. Я не сказал вообще-то изнасиловать. Это, конечно же, ненормально. Я тебе не сказал изнасиловать, потому что в прошлом эфире, цепляясь этому слову, устраивали демагогию. В этом случае я специально не использовал это слово. Я повторяю тебе вот этот аят, даже я его не буду рассказывать. То, что сказано в 4-м аяте, 4 суре, 24-м аяте, этот призыв прекрасен или не прекрасен? Все от Господа прекрасно. То есть это прекрасно. Правильно я понял? Если соблюдать условия. Это прекрасный призыв или не прекрасный?
Союз и призыв хай прекрасные хилар доказательства ю мабари и шейца хилар цунденек малик хилар. И это его призыв прекрасный юни, я цельчан велоко, да, прекрасно. Все так, на войне захватить мужей и отиметь их жен, это прекрасный призыв. Хорошо, жениться на, отиметь 9-летнюю дочку в возрасте 53 года, которая играет в куклы, это прекрасно? Если в те времена это было бы не прекрасно, то ее отец бы не отдал. То есть пророк Мухаммад пришел не изменить обычаи тех времен, а возглавить их. Правильно я понял? Обычаи тех времен, и среди народов это считалось нормальным. Ну, то есть то есть, выходит, Аллах его не послал, чтобы их исправлять, а просто следовать тому, что они... Что там надо было исправить, по-твоему? Не, я тебе задаю вопрос. То есть ты говоришь, если в каком-то народе принято, что девочку выдают рано замуж, и если пророк сам женился, и никто его не порицал из-за этого, даже те же язычники, и он женился на ней, но ты считаешь, что это неправильно, и поэтому все должны считать, что это неправильно. Я задаю тебе вопрос. В возрасте 53 года отиметь 9-летнего ребенка, который играет в куклы, это прекрасно или не прекрасно? А можно мне тебе один вопрос задать? Можно после того, как ты ответишь еще раз, все, что от Господа, это прекрасно. Просто произнеси эти слова, и дальше можешь... Нет, сначала ответь на вопрос. Кушать барашку прекрасно? Я вроде задал вопрос. Послушай меня, антитеррор. Если Господь установил какой-то закон и установил в своих творениях... Только что ты говорил, что это не закон. Только что ты говорил, что это не закон Бога, а закон тех времен. Хабярзал, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на ней в этом возрасте, тебя никто не обязывает жениться в таком же возрасте нашего времени. Вопрос не обязанности или не обязанности или не обязанности. Вопрос, прекрасно это или не прекрасно. Кстати, насчет возраста Айши там есть еще и разногласия. Никаких разногласий нету, я сейчас тебе приведу сотни. Есть разногласия. Никакого разногласия, только русскоязычного. Подожди ты на секунду. Я тебе хадисы не буду сейчас искать именно по нумерации. Тогда не болтай, пожалуйста. Закрой свой рот, пожалуйста. Тогда не болтай. Послушай меня еще раз. Если у тебя нету хадиса, больше не перебивай меня. Я тебе еще раз повторяю вопрос. Это прекрасно или не прекрасно? Я ничего не говорю. Я не говорю, что это не прекрасно. Я ничего не говорю. Я просто тебя спрашиваю. Ты сказал, что твое доказательство, что это не сатана принес Коран пророку, а Джибриль, то, что его призыв был прекрасным. Теперь я проверяю твои, перечисляю тебе его призывы и хочу, чтобы ты мне на них отвечал. Прекрасны эти призывы или нет? Прекрасно отиметь в возрасте 53 года, привести ее в дом и иметь каждый день 9-летнего ребенка, вот видишь, твой сатана, то есть это если современное, то ты сам не можешь на это ответить, ты на меня ссылаешься. Я ничего не говорю, я не говорю, что это плохо или хорошо, я вообще ничего не говорю. Я просто у тебя спрашиваю, в возрасте 53 года жениться на 9-летнего ребенка, который играет в куклы, это прекрасно или не прекрасно? Я просто задаю вопрос. Послушай, я тебе опять вопрос, отвечаю на этот вопрос. Я тебе говорю, если Всевышний Господь ему разрешил этот брак, если Всевышний доволен, если его родители довольны, если родители девочки довольны этим браком, то почему ты сегодня говоришь, что в те времена, видишь ли, это было какое-то... Вот смотри, внимание, я ничего не говорю абсолютно. Я тебе задаю простой вопрос. Будь мусульманином до конца. Отвечай, это прекрасно или не прекрасно? И все. Я ничего не говорю.
Я не говорю современное, несовременное, прошлое. Я вообще ничего не говорю, я просто задаю вопрос. Это прекрасно или не прекрасно? Я тебе задаю вопрос. Этот хадис, о котором говорится о возрасте Аиши, если сопоставить с другим хадисом, где говорится, что ее сестра, она Приведи перетерялась. этот другой хадис. Давай я тебе ссылку скину. Ссылку мне кидать не надо. Скажи, такой-то номер, такая-то глава и прочитай хадис. Сейчас, подожди. Ну, пока он ищет, можете говорить. Наверное, 2-3 месяца понадобится. Сейчас он приведет статью из Islam.ru, islam.ru статью приведет. И именно для чеченцев и приготовленную вот эту статью зачитает. Хотя я потом ему зачитаю столько хадисов из Сахих Бухари, Сахих Муслима, из всех сахихов. Это Да никакому спору тут и приходить не надо. Зачитал хадис, это и есть основа. Все, что он думает и что думает русский на islam.ru, не имеет никакого веса. Вес имеет источники. А источники и все алимы, и все шейхи, и все салафы, и все табиины, Шафи имам Малик сам, пытаясь подтвердить и узаконить этот обычай в религии, сам дошел до того, что произнес слова «Я видел 21-летнюю бабушку в сане». Чтобы ложь была правдивой, она должна быть огромной. Чтобы эту ложь и эту мерзкий обычай узаконить и приписать Богу, Шафи дошел до того, что сказал, что видел 21-летнюю свободнец, секунду, 21-летнюю бабушку, которая родила в 9, а ее дочка тоже родила в 9. Типа это нормально. Давай слушаем твой хадис. Ayuk degan faktorlar sazan rob daras delsh daras Jabrail Malik dardasar al deliger dardas sen xattarına joppa hadisi şiç eldoy Jabrail Malik duel. Hayder, hint sağvistul Watson, havistala? Sağvistul havistulu. Свободен тавхид тяну чуа хавахти хадис дашит. Ответит. Хадис хадал далот. Сахум ответит садоет. Кучуа, утверждение сделал, будь добр, ссылки, источники. Но если нету, я уже тебе 2 раза предупредил, не вмешивайся. У меня вот под рукой Сахих аль-Бухари, ат-Табари, Сахих аль-Муслим, Абу Дауд, Сахих аль-Бухари где-то 4 хадиса, что ей было 6, а потом он ее совокупился с ней в 9. 4-5 хадисов из Сахиха Бухари, Абу Дауд, все источники, все хадисы, сборники Сахих говорят, что ей 6 лет. При перечислении имен мусульман, принявших ислам в первые дни, пророчество имя Айши упоминается вместе с именем ее старшей сестры Асмы, Бадула. Извините, пожалуйста, хадис номер... Хадис тут есть Ибн Хишам, тут Сира, Ибн Исхак. Не, хадис номер, Алла. Сира Ибн Хишама, глава 1, 271. Сира Ибн Хишам, хадис совет 20. Сира Ибн Хишама юкah, чуах, хадис дуйцу хадалин. И хадисы ведь есть хадисы достоверные, есть недостоверные хадисы. Ибн Хишаму и составляет яш, аялу шелцун, возраст юч, цана сослаться дин, цан источник канти, сослаться дин. Хадис дуйцу чуах хадалин.
Что переселение душу. Халду чувствовал, сколько лет было ее Вот, сестре, и Сосун на сколько сестра лет она была старше Бал нее. Сосун сестра Бал Куза Айша чающий возраст аюч. Надуа Цучу Хадалин Долцух Ибан Хишаму Хадиси номерала, Ибан Хишам Маицасю. Цу Хадиси номерала. Глобальный антитеррор. Общий ящик, картин сопоставить. Да надо со всех сторон взять. Снайдер. Islam.ru ir статья о своей куча юешитария. Цун юешитария цхаун. Хуметясю мялил сахих. Югатаха хэшуя йоу. Концентрируйся. Цан висишь, а хуметясю гахса висишь. Ты сатязантя. Мялил сборник. Мялил салаф. Имам Шафи. И висанул. Ви и имам. Угар бубош бол. Салаф угар бубош бол. Айалам нах. Помимо них Коран аят цун тафсир юхтмассу сборник сахих чур хадиш тук сюга. А хосунти ислам ручур ца сопоставление шумша. Прямо возраст называть я шипалка. Хосун возраст называть я ждал да хадис туя. Хорошо, ладугайн. Туя да, допустим, Талама Бахока сообщается от Айши. Секунда. Сообщается от Айши, просто дуешен ока 20-30 штук, аж массу сборник чур. Мой брачный договор с пророком был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. Потом мы приехали в Медину и остановились в Балю Аль-Хасан. После этого я заболела, и у меня выпали волосы, а потом они снова отросли. Я каталась на качелях вместе с моими подругами. Представляете, качели, моя мать Руман пришла ко мне и громко позвала меня, а я подошла к ней, не зная, чего она хотела. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома. Я тяжело дышала, а когда мое дыхание стало успокаиваться, она взяла немного воды и протерла мне лицо и голову, после чего вела меня в дом. В этом доме находились женщины из числа ансаров, которые стали говорить блага, благословения и удачи, и передала меня этим, и моя мать передала меня этим женщинам, которые приготовили меня к свадьбе. А потом пришел посланник Аллаха, и моя мать передала меня ему, а было мне тогда 9 лет. Сахих Аль-Бухари 558, 234, Сахих Муслима, Абу Дауд, и все источники это подтверждают. Все, там больше разговоров. А статью, пускай эти, если они слышат, это русня исламская. Пускай они со своими статьями, которые они эти там математические сверхвычисления делают ее возраста, пускай они подтерутся своими статьями, которых они создали для чеченцев. Антитеррор. Шидедок хэл хунюхуэтон асилар дирдот шел ночью что надо да. Вот представь, охшейт наш мелчо их бонах. Хал всякие статьи аж хали шанс. Даже меня такого искушенного они смогли бы, например, они бы развели бы. Сколько молодежи они разводят на этих статейках. От чурха и ешь. Шидедок хэл хунюхуэтон. Вот они не святы вот чем. Лицемеров не переваривает. Я салон, она становится антитеррор. Деврейскул дал си доля.